А теперь рассмотрим каждую ситуацию в отдельности. Вы едете на красном автомобиле и намереваетесь перестроиться в соседнюю полосу. Посмотрев в зеркала заднего вида и поворотом головы проконтролировав мертвую зону, замечаете в соседней полосе движущийся прямо легковой автомобиль. В соответствии с требованиями правил дорожного движения, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Говоря другими словами, водитель, находящийся в полосе, которую мы желаем занять, является ее хозяином. Перестраиваясь, мы приходим к нему в гости, поэтому отдаем ему преимущество в движении. Вывод. Перестраиваясь в другую полосу, мы не должны создать помех для движущихся по ней транспортных средств. А как это сделать? Существует два способа перестроения. Перестроение с ускорением и перестроение с замедлением движения. Первый способ. При наличии впереди достаточного места увеличиваем скорость и, не создавая помех, подобно завершению обгона, перестраиваемся на соседнюю полосу. Это перестроение с ускорением движения. Способ второй. Водитель снижает скорость, позволяя автомобилю в соседнем ряду оторваться вперед. И только после этого выполняет перестроение, так называемое перестроение с замедлением. Ситуация вторая. Вы собираетесь перестроиться в соседнюю полосу. И, осматривая ее на наличие помех, видите легковой автомобиль, водитель которого желает занять вашу полосу. Правило хозяина-гостя здесь не сработает. Вы оба желаете поменять полосу, поэтому находитесь в равных условиях. В равных условиях водитель всегда применяет правило помехи справа. Для водителя зеленого автомобиля вы сейчас находитесь со стороны правой руки. Он обязан уступить вам дорогу. Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты. Давайте разберемся, что требует правила дорожного движения и в чем же будет нарушение. А правило требует, что при интенсивном движении менять полосу движения разрешается только для поворота налево или направо, или для разворота. Идет интенсивный поток. В интенсивном потоке красный автомобиль начинает маневрировать. Перестраиваясь в другую полосу, он создает помеху синему автомобилю, который в данный момент имеет преимущество, заставляя его либо резко тормозить, либо менять полосу движения, что запрещено правилами. Если он будет резко тормозить, он создаст помеху вот этому. Если начнет менять полосу движения, он создаст помеху вот этому. Но это же ведь опасно. Если красный автомобиль движется дальше, то теперь он создает помеху желтому автомобилю, который тоже должен либо резко тормозить, но при интенсивном потоке это может оказаться невозможно, либо желтый должен менять полосу движения, нарушая правил, к тому же это уже ведь встречная полоса. Двигаясь дальше, красный автомобиль теперь, перестраиваясь, создает помеху вот этому автобусу, заставляя его опять-таки либо резко тормозить, либо менять полосу движения. Но при этом создается помеха вот этому синему. Ну так это же ведь опасно. При этом красный автомобиль не совсем хорошо видит то, что творится на правой полосе. У него нет достаточного обзора. Перестраиваясь дальше, он теперь создает помеху этому автомобилю, заставляя его опять-таки либо резко тормозить, что может быть и невозможно, либо менять полосу движения, создавая помеху этому автомобилю, выталкивая тем самым этот автомобиль на встречную полосу, что запрещено вообще-то правилами. Но это ведь опасное вождение. В конечном итоге красный автомобиль создал себе хорошие условия, он едет так, как ему нравится, но при этом сзади помеха осталась у всех. Вот такие вот мастера в кавычках, утверждая, что при этом они не создали никому помех, не понимают, что такое вот опасное вождение создает проблему сзади для всего потока и может быть причиной даже не одного ДТП. Вот такое вот опасное, именно опасное вождение приводит к тому, что происходит ДТП, в
в которых повреждаются транспортные средства, но не только. При этом травмируются и, к сожалению, гибнут люди. Слепая зона, мертвая зона. Как вы видите на рисунке, сектора, обозначенные буквами, покрывают видимость проезжей части водителя. То есть либо поворотом головы влево, либо поворотом головы вправо, либо при помощи зеркал заднего вида. Красный же сектор ничем и никак не просматривается. Он и называется мертвой слепой зоной. Мертвая слепая зона есть у каждого транспортного средства. У кого-то больше, у кого-то меньше. Например, посмотрите на слепую зону у водителя грузового автомобиля. Как вы видите, она не маленькая, и она не одна, их несколько. Поэтому, когда вы осуществляете движение рядом с водителем большегрузного транспорта, необходимо понимать, может быть, при входе в правый поворот он вас не увидит на вашем транспортном средстве. Может быть, держаться необходимо от него подальше, либо увеличить боковой интервал. Ух ты, бля! Они огромны и неповоротливы. Занимают слишком много места. Автолюбители их не любят. Давай, давай! И пешеходы их тоже не любят! Но огромные фуры никуда не денутся с дорог. Надо учиться выживать рядом с ними. Чтобы не попасть в мертвую зону. Знакомая картина. Две полосы перекрыты. Мертвая пробка. Водители легковушек были уверены, что их видят. Водители тягачей словно в упор не замечают машины рядом. А вы знаете, что видно из кабины грузовика? Дальнобойщик Андрей Горьков колесит на фуре 25 лет. Может загнать ее задним ходом по зеркалам, хоть в лабиринт. Но даже с таким мастерством и стажем подбил 4 легковушки. Одного я не увидел, было темное время суток, шел дождь. Другой сам подлез, вот резко перестроился передо мной. Ну, выходят, орут, куда прешь. Стоп, стоп, стоп! Выясним, что видит водитель вокруг своей фуры. И где у нее мертвые зоны. На этом грузовике с каждой стороны есть основное и дополнительные зеркала. Как раз для контроля слепых зон. Я в кабине тягача. Буду смотреть в зеркала. А я проеду вдоль фуры на каждом из этих 4 автомобилей. Еду справа. Вижу. Пропал в основном. Пропал в дополнительном. Стоп!
В дополнительное зеркало видно плохо. Дополнительные зеркала, они очень сильно искажают изображение. В непогоду зеркала забрызгивают и просто видимость очень сильно ограничивает. Определим мертвую зону только по основным зеркалам. Стоп. 6,5 метров вслепую. Еду справа. Не вижу. В соседнем ряду справа от кабины может спрятаться внедорожник. Еду слева. Стоп. И последняя. Еду. Вообще не вижу. Ты где? Сзади. В слепой зоне грузовика легко спрятались 4 автомобиля. У водителя нет обзора слева 5 метров вдоль борта, справа за стойкой 1,5 метра. Почти весь правый борт этой фуры вне поля зрения, как и у большинства грузовиков. Чтобы обогнать и перестроиться в ряд перед фурой, взгляните в боковое зеркало. Видите всю его кабину? Значит, водитель точно видит вас. Если грузовик перестраивается, пропустите. Он больше и тяжелее, а водитель вас не видит. Так, на столичной Кольцевой КАМАЗ перестроился в бок легковушки. Я ехал в правом ряду, и с второго ряда мне в бок перестроился КАМАЗ. Оказалось, водитель увидел меня в правом зеркале. Оказались под боком грузовика? Берегите себя. Постарайтесь отстать, обогнать или уйти на соседнюю полосу. Не вижу. А здесь еще одна мертвая зона для пешеходов. Так в Калининграде погибла пенсионерка. Возле зебры. Денис Щипалов за рулем грузовика 11 лет. Он точно знает, увидеть человека возле бампера почти невозможно. 3-5 метров перед кабиной КАМАЗа не видно, а трогаешься на свой страх и риск. Даже в 1,5 метрах от кабины пешехода не видно. Так, в передней мертвой зоне грузовика могут спрятаться больше 10 человек. Водители у нас работают по 8 и более часов. Же они могут устать и что-то не почувствовать, что-то уже не увидеть. Пешеходы, посмотрите на водителя. Если вы видите его, То и он видит вас. водители, не прячьтесь в мертвых зонах. Грузовики никуда не денутся с дорог, но мы можем не мешать друг другу.